Несколько точных ударов, и мяч оказывается в воротах соперника. Для того, чтобы преуспеть в водном поло, необходима не только меткость, но и умение хорошо плавать, а также выносливость и быстрая реакция. Но все же главное здесь, как признаются сами участники первенства, это умение работать в команде. В одиночку победить точно не получится. В этом спорт очень похож на реальную жизнь и службу. Главное плавание, конечно, и спорт, движение. Получается, дыхание самое главное в этом виде спорта. И как бы физический и психологический настрой. Сплоченные все, потом больше общения находится, больше всяких увлечений. Также проводим всякие разные мероприятия. Там, кто футболом, кто волейболом увлекается. Первая игра держит в напряжении с самого начала. Обе стороны настроены только на победу. Всего же в первенстве принимают участие сразу 4 команды – ВДВ, ВМФ, внутренние войска и артиллеристы. За несколько лет, что проводятся соревнования, для многих они уже успели стать доброй традицией, а у каждой команды своя тактика. Десантники сами по себе, мы крепкие ребята, я думаю, победу вырвем сегодня. Просто в свободное время, по вечерам, после службы, после работы, кто где, мы приходим и занимаемся в бассейне обычным плаванием. Вот здесь чисто волевые качества, моральные качества и психологические. И игра покажет, кто готовился лучше, у кого команда сыграннее, соответственно, получается. Это же командная игра. Многие сотрудники уже после смены, уставшие, но все равно выходят на это мероприятие. И для здоровья, проверить себя, для патриотизма. ВМФ, конечно, сильная команда, они всегда в лидерах, первые, вторые места. И не отстают сильная команда артиллеристы, ВДВ, все бьются до последнего. И как бы ни закончилось первенство, сегодня здесь нет проигравших. Тем более, что и соревнования приурочены к важной дате – 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Сегодня самому молодому афганцу 55 лет. Но несмотря на возраст, многие из них продолжают защищать интересы нашей страны, в том числе и на спецоперации, показывая примеры доблести, мужества и героизма. Мероприятия военно-патриотического характера, они сегодня важны, потому что они, во-первых, напоминают об истории, напоминают о героях и воспитывают уже наших детей, внуков к тому, что если понадобится, они тоже должны быть достойны дедов, то есть нас, как мы старались быть достойными героев Великой Отечественной войны. С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч советских военнослужащих и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР, практически всех национальностей. В Коми это 3850 человек, 82 из них домой так и не вернулись. Памятные мероприятия, посвященные 35-й годовщине вывода войск, уже завтра пройдут по всей республике. Ксения Лосева, Владислав Кульчицкий, телеканал Юрган, Сыктывкар.